На заседании Кабинета министров признали неудовлетворительной работу по инвестиционной деятельности в регионе. Председатель правительства Сергей Такоев поручил предоставлять реальные показатели социально-экономического развития Северной Осетии. Было предложено проводить рейды по конкретным предприятиям, чтобы получить объективное представление об объемах деятельности предпринимателей. Также на заседании обсудили подготовку граждан к военной службе в учебных заведениях ДОСААФ России. Был утвержден план по 4 военно-учетным специальностям. Затронули тематику ограничений на охоту. По данным федерального мониторинга, численность некоторых видов животных сократилась. Внесено предложение на ограничение охоты на зайца, рыси, барсука. Во Владикавказ прибыла делегация представителей крупнейшей турецкой чайной компании «Чайкур». Сегодня она встретилась с премьером Сергеем Такоевым и осмотрела возможные инвестиционные площадки. Компания заинтересована в размещении на территории республики чайной фасовочной фабрики. Для реализации проекта необходима площадка в 1,5 гектара. Турецкая сторона выступила с просьбой предоставить участок на безвозмездной основе. По словам представителей компании, по инвестиционным и географическим показателям Северная Осетия – выгодный партнер. Условия сотрудничества будут обговариваться. Сегодня мы с президентом торгово-промышленной палаты Казбеком Тугановым и с представителями министерств республики осмотрели возможные инвестиционные площадки. Среди них есть как свободные от застроек участки, так и участки, на которых расположены производственные цеха. Владикавказ является очень важным центром. Это двери на Кавказ и в Российскую Федерацию. Плюс возможное сотрудничество со всеми странами бывшего Советского Союза. Никакого сомнения. Убили самых лучших людей наших, убили самых чистых людей. Это люди, когда я сказал про Ибрагима, и сейчас скажу про Расула, что самые чистые – это те, вот, о которых говорят сыны своей Родины, сыны своего Отечества. Это они. Эти люди, которые обладали не только знаниями большими, эти люди обладали благим нравом. Это истинно верующие были. Это люди были те, которые призывали. Это люди те, которые призывали к добру, к благому. Никогда ни из уст ни одного из этих людей не был призыв к конфронтации или, наоборот, к усугублению любого положения, в котором они разбирались. Везде присутствовал здравый смысл, присутствовало желание умиротворить.